Сегодня в столице Коми стартовал автопробег «Наследники Победы». Студенты, преподаватели и мастера производственного обучения в стройной колонии из 15 автомобилей отправились по маршруту Сыктывкар в Ильгарт-Визинга. В каждом из населенных пунктов у мемориалов воинской славы прошли митинги с возложением цветов. Александра Маркина о подготовке к ответственному маршруту. На столичной аллее славы «Наследники Победы». Именно так с гордостью называют себя студенты среднеспециальных учреждений Сыктывкара. Сегодня они в военной форме, с цветами и подарками. Главный сюрприз для ветеранов – приглашение на вальс. Фронтовики принимают его с удовольствием. Волонтеры торгово-экономического колледжа отмечают внимание молодежи и неподдельный интерес к истории. Это то, чего сегодня так не хватает тем, кто прошел войну. Мне кажется, что молодежь немножко забывает о том, что ветераны выиграли войну, но мы пытаемся как-то их подтолкнуть на то, что нельзя забывать это, что это все-таки победа. Тем временем стройная колонна из 15 авто уже выстроилась на улице Коммунистической. Здесь и КАМАЗы, и «Газели», и легковушки. Строгих требований к железным участникам пробега не было. Главное – патриотические символы. Наклейки, георгиевские ленты, флаги и, конечно же, копия Знамени Победы. Внимание прохожих привлекают «Катюша» и Т-34. Они сделаны из сэндвич-панелей, переработанных профильных систем и труб, на которые наматывается пленка. Авторы хендмейд-изделий, сотрудники одной из строительных компаний, гордятся своей работой. На создание бутафорского оружия им понадобилось всего 3 дня. Весь коллектив отнесся с таким прямо с отзывчивостью. Все очень рьяно взяли за работу и оставались после работы. Вот делали макеты определенные, проводили какие-то споры, дискуссии, как это лучше сделать, как это красивее сделать. Ну, получилось так, как получилось. После торжественного митинга и мини-концерта напутственные слова от военкома Сыктывкара и команда на старт. Внимание! По машинам! Пока студенты рассаживаются по машинам, у вечного огня их сменяет другое, самое младшее поколение юных патриотов. Воспитанники детского сада номер 69 возлагают цветы к мемориалу «Вечный огонь». Вообще, каждое такое маленькое мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, это всего лишь звено в большой цепочке патриотических дел. Вот и автоколонна «Наследники Победы» только что отправилась по маршруту Сыктывкар в Ильгарт-Визинга, где в последний к ней присоединятся авто из соседних районов – Сысольского, Кайгородского и Прилузского. Александра Маркина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.